Здравствуйте, в эфире программы «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. В нашей республике в мире и согласии проживает более 120 народностей. И объединяет их всех большая любовь к родному краю, взаимоуважение к культурам и традициям друг друга. Мой сегодняшний гость известен очень большому количеству якутян, ведь долгие годы он занимается общественной деятельностью, работает на благо нашего общества. У нас в студии находится руководитель общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха-Якутия» Александр Подголов. Добрый вечер, Александр Григорьевич. Здравствуйте, Ирина. Я знаю, что вы тяжело переболели коронавирусом и справились с этой коварной болезнью. История вашего выздоровления была у всех на слуху. Желаю, конечно, крепкого здоровья и расскажите, как это было и как удалось справиться. Ну, это было уже почти 2 года тому назад. Тогда мы проголосовали за Конституцию. Ну, не будем говорить, кто за, кто против, да? Вот, и я пришел домой, и я почему-то подумал, что, скорее всего, что меня продуло кондиционером, как всегда бывает в жаркую погоду, там сидишь долго, а потом тебя продуло, и, соответственно, такое состояние. И вот я вот так вот в таком состоянии лежал, ну, наверное, дня 3. У меня брали анализы, что-то врач приходил. А мне все время казалось, что у меня нет, не может быть коронавируса. Ну вот около года у меня нет. А привиты вы не были, да? Или Нет, тогда еще не было? Тогда еще не было прививок. Еще не было. Вот. Но потом все-таки, моя жена Лариса позвонила одной из своих подруг, которая меня, как называет, что я это, муж под головой. Я для них не под головой, я муж под головой. Вот, Ольге Валерьевне Балабкиной. И та включила сирену, все свои, и мне оказалось, что у меня коронавирус. Вот, и я до сих пор помню, когда я спустился с 5-го этажа на 1-й, у меня было состояние, как будто бы я не знаю, пару вагонов разгрузил один с углем. То есть так тяжело было просто спуститься по лестнице? Меня повезли делать КТ, привезли, сделали КТ, и пока я везли домой, видать, что-то сообщили медсестре, и меня в реанимацию. Ого, сразу? Вот, да. Ну, а тут я могу сразу сказать, конечно, вот слабость и вообще просто слабость, это вот такое состояние, я вообще не хотел бы быть никогда в таком состоянии, потому что на самом деле вообще ничего не можешь. Вообще слабость, очень плохо вот это состояние. Но я понял, что надо слушаться врачей. И вот мне врачи говорили, что 16 часов из 24 надо лежать на животе. И вот я их слушался. Я лежал на животе, мне было тяжело, но я там 45 минут лежал, потом 15 минут переворачивался, потом меня перевели в другую реанимацию. Но по-тихому я вот так вот вышел. Но я вот впервые так долго и серьезно болел и лежал в больнице. На самом деле я очень был восхищен нашими медиками, врачами, медсестрами, я не знаю, там всеми, и тот, кто моет полы, и кто ухаживает за больными, и врачами, и все отношения. И их отношение ко мне было очень разное. Там одна со мной очень ласково говорила, там, Александр Григорьевич, там, старайся ты нам помогать. Другая, наоборот, со мной очень так говорила, типа, вы же Подголов, вы должны это победить, вы должны нам помогать, давай не сдавайся. Вот, вот в таком плане. Потом мужчина там, я же их не могу, вот мне даже иногда печально, вот я, может, хожу по улице и встречаю. А они там в скафандрах же все они маски были. Я даже, по большому счету, даже не знаю, кто меня лечил, ни фамилии, ни имен. Помню, мужчина меня учил делать дыхательную гимнастику и прочее. Ну вот, хотя мне сказали, что у меня там было практически 90%. Вот такое. Поражение. Да. Ну, то есть это первый штамм, который еще самый такой, самый тяжелый был, самый опасный. Да. И я вот до сих пор помню, когда меня выпустили, я приехал, и открыл телефон, и столько, оказывается, у меня друзей, столько людей за меня переживало. Было очень приятно, все там желали здоровья и прочее. Но я понял, что надо врачей слушать, и все эти, которые против
как их там называют? Я забыл. Антиваксеры. Вот, антиваксеры. Ну, дай бог, чтобы они не болели. Но при этом, мне кажется, что ну, не надо им выступать вот на телевидении и другим людям советовать, чтобы те не ставили себе вакцины и прочие вещи. Да? Потому что на самом деле это вообще... Вот то, что я пережил, вот это состояние, вот этой беспомощности и слабости, я вообще бы никому не пожелал. Там это, то, что запах пропадает, это все ерунда. Вот само состояние, это, конечно, было ужасно. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Александр Григорьевич, давайте про вашу сегодняшнюю деятельность поговорим. Чем занимается Ассамблея народов Якутии? Ну, главная задача нашей ассамблеи – это сплочение всех народов, проживающих на территории нашей республики. И не формально, а именно путем, вот как вы вначале сказали, когда представляли, что они живут в взаимоуважении друг друга, любви, дружеского отношения. И на самом деле это и есть главная задача ассамблеи. Потому что ведь ассамблея состоит не из каких-то личностей, а она состоит из различных общественных, культурных, национально-культурных объединений. У нас там и религиозные есть, да, представители православной церкви, мусульмане есть, католики, различные направления. Есть, например, Якутский конгресс представителей и других вот национальностей. И вся работа самой ассамблеи, по большому счету, она состоит из работы всех вот этих объединений. Ну, это общины, да, вот эти вот национальные? Ну да, там и русская община, и татарская, и армянская, и азербайджанская. А самое главное – взаимопомощь, постоянное контактирование друг с другом, оказание поддержки в любых вопросах, которые связаны. Вот это, если так вот говорить. Но самое главное, что вот сейчас у нас стоит перед ассамблеей, отойти от формализма. Очень много бывает вот в этих вещах формального, да. Вы придите, оденьте тюбетейки с папахами, сфотографируйтесь. Еще приготовьте там плов, манты, скажите, да, там, с праздником, и все, разошлись. Мы хотим от этого отойти. Нет, конечно, мы в национальных костюмах и прочее, да, готовы принимать участие, но нам бы хотелось принимать более существенное участие в жизни республики. Вот эта ассамблея. И поэтому сейчас мы ассамблею маленько решили переформатировать. И мы сделали по 4 направлениям ассамблеи. В совет – это работа в улусах и районах ассамблеи. Это работа со средствами массовой информации и со всеми электронными. Это общественно-политическая деятельность. И следующее – это социальный блок, куда входит там и молодежь, и культура. Ну, это вот ваша любимая, да? И вот у нас 4 направления. И вот по этим 4 направлениям мы выбрали руководителей, разбились. И сейчас мы составляем план работы и начнем потихоньку претворять все свои планы и идеи в жизнь. А как, кстати, вот у русской общины дела? Я помню, одно время у нас было 2 русские общины. Нет, они это путают, Ирина, да? Общины есть 2, но одна община республики, вот, которую возглавляю я, и которую долгое время возглавляла Людмила Герасимовна Медведева. Да. И есть община города Якутска, которую возглавляет господин Якунчиков. И нас часто путают, и он вот постоянно какие-то экстремистские вещи заявляет. Я уже неоднократно выступал, потому что я ему всегда говорил, русский человек тем и отличается от многих своим благородством и своей общительностью. То есть вот эти вот письма о том, что там в школе АИКГТА ущемляют русских детей, это... Да, вот это я же тогда как раз написал, и я разговаривал, и встречался с родителями, и мы же там говорили, что, ну, я Якунчикову говорил, зачем вы из пальца-то высасываете? Ну, нету проблемы.
Ну, вот смотрите, да, ну отправьте вы сейчас русского ребенка или русскоговорящего ребенка якута в эту школу, в которой говорят на якутском. Ну, вы добьетесь. Кто страдать будет? Ребенок, Ребенок, естественно. потому что дети, ну, они же конкретные, они будут к нему обращаться на якутском языке, а он его не знает. Кто будет получать по голове-то? Ребенок. И он же возненавидит своих соплеменников. И вот эта принципиальность тупая, она не нужна. Вам что, трудно до 26-й школы, что ли, свозить своего ребенка, пока строится другая школа? Но она уже построилась, она Уже построилась. да? открылась И уже. вот я тогда говорил, вот эта ваша принципиальность, она нужна была, знаете, когда? Вот если бы это 203-й квартал у нас бы находился в 100 километрах от других поселений, и там была бы всего лишь одна школа. Вот тогда я понимаю ваш. А здесь-то можно было порешать. Поэтому вот эти многие вещи господину Икончикову мне не нравятся. Ну и я ему это открыто говорю. Поэтому нас путать не надо. То есть вы правильная русская община, Нет, так скажем, ну, да? я не могу сказать, что, но я не выступаю вот с такими открытыми Не- письмами в адрес Путина или прочие вещи. У нас есть вопросы. Мы все в них знаем. И мы их ставим. И мы выходим, и мы говорим на эти темы. И если я не могу здесь решить, вот я думаю, только тогда надо обращаться в центр. Ну, если я здесь прожил 60 лет, что я буду писать Владимиру Владимировичу Путину? Тогда вообще зачем я здесь 60 лет жил, если я здесь не могу ничего решить? Вообще, да? Поэтому для меня это нонсенс писать туда письма, какие-то жалобы, потому что на самом деле это же все на бытовом уровне. Все эти вопросы, они решаемые. 60 лет вам не так давно исполнилось. Я вас поздравляю с Спасибо. прошедшим юбилеем. И это же, ну, какой-то, ну, любой юбилей — это какое-то время подводить какой-то итог. Вот. Не, ну, вот я после своего 50-летия, Ирина, вот я его, когда был тогда министром, я его столько раз там отмечал. Надо было с теми отметить, с теми, с друзьями, с коллегами. Я так устал, что после этого я решил, что хватит и справлять так юбилей. И поэтому это 60-летие я очень тихо справлял. В кругу семьи просто Ну нет, потихонечку. и с коллегами, и, конечно же, я подростки, куда без него, туда приезжали, поздравляли, мы просто сидели, по-хорошему разговаривали, и сказать прямо так, что я какие-то стал итоги подводить, я еще поживу, пока не буду еще подводить. А много выпускников приехало? Нет, там многие ошибаются. Я все время, меня с днем рождения, я же всегда им говорю, мне не подарок нужен, мне внимание. Ты мне позвони, меня поздравь, смс-ку отправь. Очень много поздравляет, мне на самом деле очень приятно. Очень много приехали и приезжали и на работу, и в подросток, и звонили, и смс отправляли, и в соцсетях поздравляли. Короче, очень было приятно. Но считается, что это такой уже возраст, ну, мудрости какой-то. Вот тут, Ира, я думаю, что, наверное, она какой-то приходит, но это скорее какой-то опыт, потому что я многих своих ровесников, я и себя-то не очень считаю мудрым, но я на многих своих ровесников, когда смотрю и прочее, я сомневаюсь, что это мудрые люди. Очень много. Еще, по-моему, не дошли до вот этого понятия мудрости. Но опыт есть. Ну, а есть что-то такое, что бы вам сейчас хотелось сделать по-другому? Ой, у меня единственное, что я бы в жизни, это то, что я всегда вот жалею, это насчет курения. Вот ни о чем не жалею, все нормально, в общем, в жизни прошло, и взлеты, и падения, на самом деле, наверное, это жизнь, это нормально. Чем когда ты идешь что-то гладко или вообще никак не идешь, что-то там, у меня эти взлеты, падения, мне кажется, это нормально. Но одно знаю, что вот не курил бы я. Я сейчас и зрителям А почему? говорю. Жалко времени потраченного на курение Да, или да. здоровья жалко? Нет, здоровье Или- и вся бесполезность. Вот вы знаете, даже я не пью 23 года, но вот сам процесс, когда люди выпивают, которые люди умеют пить, да, вот
Есть вина, вот я многих своих друзей слушаю, правда, вот я вижу, что вина сейчас интересные, да, как-то люди разбираются, коньяк интересный там. Не, люди не напиваются. Я очень много людей знаю, которые умеют пить и хорошо пьют, да. А курение это вообще толк-то какой. Вообще, вот я сейчас вспоминаю, вот, ну, бестолково. Вот курение это вот самая бестолковая Но это привычка. социальная привычка считается. Да, и вот если уж говорить, вот о чем я жалею, вот чтобы я изменил, может быть, в жизни, то, конечно, я бы не начинал курить. Я курил 40 лет. И мне кажется, бесполезно. И вот как раз, когда я болел коронавирусом, я тогда-то, мне еще и сказали, что у меня там и легких-то уже на самом деле прокуренных большой процент. Поэтому и до сих пор отдышку уже никуда не денешься уже. Курением уже посадил. Ну хорошо, недавно был не только ваш юбилей, но и юбилей республики столетний, да? Вообще важная большая дата для нас, для всех, безусловно, для страны в целом тоже. Как ассамблея в этом участвовала? Ну, здесь ассамблея у нас, начиная буквально, я думаю, что с ноября месяца, мы простроили такой план, но любое наше мероприятие, более-менее значимое, но так или иначе было связано со столетием. Да? Ну, я могу приводить большое количество примеров. Так, например, мы ездили и участвовали в Ассамблее народов России. И, например, я ездил и принимал участие в конкурсе российском. Победили? Кто бы сомневался. Я занял первое место. Лидер национально-культурных объединений России. Вот я занял там первое место. Вот с этого у нас началось вот это столетие. У нас был очень, например, интересный Рамазан, праздник мусульман, который мы отмечали в парке культуры и отдыха. Татары, казахи, киргизы, таджики, да? А русская община об этом снимала видеофильм «Мы живем в Якутии». Вот, ну, как пример, что мы взаимодействуем. Или вот у нас проходил молодежный фестиваль, который называется «Мусустар». И вот там, например, молодежная ассамблея народов устроила, просто я вот когда смотрел видео, я не знаю, там флешмоб это называется у молодежи, я не знаю, как это называется, они танцевать учили всех своим танцам. Таджики, русские, дагестанцы, вот все. Национальным, да? Да, и при этом он учил, и они все танцевали. Армяне, вот он танцует, и с ним танцуют все. И вот эти все ребята, которые пришли, очень классно, вот это прям. И все гости, которые пришли, были очень приятно удивлены. Это вообще очень классно у них получилось. И у нас это постоянно продолжает. Та же Масленица у нас была посвящена столетию. Кроме этого, у нас праздновали юбилей, например, хор русской песни «Раздолье». Он тоже был посвящен столетию. Сейчас у нас фестиваль русской культуры, который проводит русская община, и опять же под эгидой ассамблеи, это «На крыльях стерха и жар птицы». Это мы 7 номинаций. Это поэзия, проза, русский танец, русская песня, актерское мастерство, преподавание русского языка в школе и преподавание русского языка в СУЗах и вузах. Это тоже посвящено столетию. И вот мы сейчас уже подводим итоги. И 24 мая, в День славянской письменности, будут вручены призы, номинации победителям, вот, которые у нас тоже проходят столетие. Ну и, естественно, все национально-культурные объединения, они принимали участие во всех мероприятиях, которые проводились в Доме дружбы народов, потому что это наш дом. И большое спасибо моей комсомольской подруге и директору Антонине Николаевне Корякиной, потому что мы сплотились, и вот очень многие мероприятия проводятся там. Практически еженедельно у нас там какие-то мероприятия. Не только песни и пляски, у нас и чествование людям, которые исполнилось юбилеи. У нас встречи с интересными людьми. У нас там проходят выставки различных национально-культурных общин. Например, вот слышали, что у меня есть коллекция национальных головных уборов? Разных. Да, вот у меня лично. Нет, я собираю, нет, вот, не знаю, сколько предметов в этой коллекции? У меня там 80.
80? Да. А это И только вот- мужские головные уборы или женские Нет, тоже? всякие женские, мужские. Но мужских больше. Вот тут мне надо, конечно, задуматься. Я вот с Антониной Николаевной разговариваю, но может подумать, я говорю, может подарить мне эту коллекцию, потому что там вот уже много, и мне негде ее выставлять. И вот, например, в июне мы, опять же, посвященной столетию, вот будет коллекция, например, моя выставлена, тоже вот как ассамблея. Но еще раз говорю, от ассамблеи это зависит вот вся деятельность наших национально-культурных общин. А вот эта вот коллекция уборов, она началась с того, что вам дарить просто начали чего-то, наверное, Да, да? это я был депутатом ЛТМНа. И, знаете, был такой гитарист, и он очень популярный тут, Сергей Егоров. Мгм, есть такой. Вот он был и что-то управление молодежи возглавлял, и где он только и биржа туда работал. И вот он тогда был в молодежном парламенте. И я помог ему съездить на какое-то мероприятие в Биробиджан. И он мне оттуда привез... Кипу. Кипу. И вот он мне ее подарил. Потом одна многодетная семья, я им помог съездить в Турцию, они мне привезли шапку турецкую. Ну, а потом опять Ольга Валерьевна Балабкина посмотрела и говорит, ну, что у тебя тут две шапки? И она стала одним из главных инвесторов Этой коллекции. моей коллекции. Их два. Алиш Забит Аглы Мамедов, который мне очень много подарил, головных уборов тоже. И вот Ольга Валерьевна Балабкина. А мне очень много Но с такими людей- инвесторами, конечно, не удивляюсь, что Нет, там ну, 80% они вот. просто вспоминают, нет, мне очень много людей привозили. Я и сам покупал, но в основную массу коллекции, конечно, мои друзья и знакомые дарили мне эти головные Ну уборы. давайте от головных уборов тогда плавно перейдем к одежде в целом. Скоро будет конкурс высокой моды, этноэрата. Ну, здесь, я думаю, чтобы об этой тему поговорить, и будет интереснее, чем я буду, да? Потому что я здесь как свадебный генерал. Я буду просто присутствовать. Это занимается в Доме дружбы народов, этим занимается мой заместитель по ассамблее Яна Викторовна Игнатьева. И у них, вот я советую, пригласите, они это гораздо интереснее. О моде, я думаю, что тем более этнической, лучше с ними получше поговорить. А я вот как головные уборы только. Здесь, к сожалению, у меня такое очень поверхностное, такое, знаете, вот, ну, приятно посмотреть. Я здесь как бы больше как наблюдатель. Я буду больше как, ну, свадебный генерал-то. Я, по большому счету, я даже не принимаю участие. Поэтому не хочу рассказывать о том, что сам, по большому счету, не принимаю участие. Ну хорошо, тогда давайте про то, чем вы занимаетесь. Я знаю, что вы активно помогаете ЛНР и ДНР. Подготавливаете и передаете товары первой необходимости, там что-то Да, вот. такое. Вот насколько охотно якутяне откликнулись и вообще Якутяне- нужна ли сейчас помощь, требуется ли до сих пор? Нет, помощь им до сих пор нужна, которую мы собираем, и собираем ее Орджоникидзе 10. Это курирует заместитель министра по внешним связям и делам народов Пяткина Татьяна Николаевна. Это до сих пор собирают на Орджоникидзе 10, потому что практически ежемесячно от Якутии туда уходит гуманитарная помощь. Но кроме этого, сейчас, например, в городе Якутске проживает 13 беженцев. Они очень все скромные, я вам серьезно говорю. Они практически ничего не просят. За них просит комендант вот этого центра, где они находятся. И вот сейчас я практически уже помог, и мне сейчас спонсоры дадут. Это для ребят несовершеннолетних, им просто необходимо телефоны, хорошие телефоны купить. И вот мы сейчас им купим, буквально на следующей неделе мы им купим телефоны. Мы им привозили одежду, и это продолжаем по-прежнему. Кроме этого, вот у них сейчас закончится оформление соответствующих бумаг, и мы начнем им помогать по поводу их трудоустройства. Потому что они уже, вот люди, которые здесь у нас в Якутске, они уже определились. Они останутся у нас в Якутии. А как они вообще сюда приехали? У них здесь, Нет, у мы них их здесь привезли. родные? Да, так или иначе, у кого-то из них есть или родные,
Или И друзья? знакомые. Вот в Нерюнгри очень много тогда приехали, насколько я понял. Ну, потому что там шахтеры. Шахтеры, и потому что там у семьи. них мужья. Да, да, да. А здесь просто вот знакомые, кто-то слышал, но у нас как бы их две Потому что не группы. самое очевидное место для того, чтобы... Ну, нас тоже это удивляет, но поэтому у нас и не сотни их, а 13 человек – это бывшие жители, ну, или Мариуполя, и Лисичанска. Вот Лисичанск, он же сейчас вообще под украинским, так сказать, контролем. А Мариуполь открытый, и когда я так вот разговаривал с беженцами, видать, что-то очень страшное они видели, потому что я понял, что они не готовы еще рассказывать. И они просто сказали, мы не хотим туда возвращаться. Вот я не могу просто не спросить про ваше отношение к спецоперации, вот как представитель русской общины, тем более, как вот, ну, про защиту русского языка там на Донбассе и так далее. То есть как вы считаете вообще, насколько это была вынужденная мера, насколько это было необходимо и чего ожидать? Это вот возвращаясь к тему по поводу опыта. Да? Для меня то, что сейчас происходит на Украине, стало все ясно 2 мая 2014 года. Одесса, Дом профсоюзов. Да. И если, Ирина, ты вспомнишь, что там происходило и все это, я понял, что это фашизм, это нацизм. И хоть вы потом говорите, если вы снимаете, и четко видно, что эти люди жгут, и вы их не привлекаете, и эти люди вдруг становятся у вас начальниками, депутатами, потом убивают человека, Олеся Бузину, который честно говорит, и опять же его убийц выпускают. Я же не понимаю, вы их посадите хотя бы, они же убили человека. Разные могут быть мотивации, мотивы и прочее. Поэтому для меня, у меня есть друг Федор Бузинай, и я вот как раз в феврале месяце я ездил в Санкт-Петербург. Я ему сказал, я говорю, скоро наши точно на Украину. Или Украина на нас. Когда я приезжал, так и случилось. 24-го это случилось, потому что все шло к этому. Потому что американцы просто так вот все, что они делали в январе-феврале месяце, они нас провоцировали на это. И мне кажется, Путин сделал правильно. Потом это все было подтверждено. Не мы бы первыми, военные Украины, они бы просто, я не знаю, слова другого нет, они бы раздолбали Донбасс, потому что тем бы было не готово. Мы бы, конечно, вошли, и было бы сейчас гораздо все хуже, и погибших было бы гораздо больше. И все, что сейчас происходит, конечно, этому радоваться нельзя. Но на самом деле нацизм надо выжигать, надо выбивать. С этим нельзя мириться. У моего друга жена и ее родители живут в Мариуполе. Они целый месяц не знали, что происходит с тещей и с тестем, да? И потом, когда мы связались, надо было видеть моих друзей, как они были счастливы и рады, что они у них объявились. И потом, когда мне рассказывали, что там творили азовцы, ну, мне кажется, что еще многое не показывают. И поэтому мне кажется, что еще отдельно будет, об этом надо показывать, об этом надо рассказывать, об этом должны знать люди, что творят. Понимаете, вот это нацизм, это когда один народ считает, что в их там бедах виноват другой народ, ну, это уже говорит об, понимаете, вот ну, просто надо выжигать. Не доделали это в 40-е годы, надо сейчас сделать. Ну, вы ведь застали и холодную войну вот тех времен, да, и потепление, когда мы с Америкой прямо дружили. Вы даже почетный гражданин американского города, штата Калифорния, города Темекула. Да. Ну, вот. И вот сейчас этот новый виток холодной войны, вот как... Не, ну я, Ирина, поддался же, наверное, тому же, чему подались все в 90-е годы. Американцы пришли, пригласили тебя в Америку и в Канаду. Ты туда приезжаешь. И все, что Задорнов там рассказывал, когда русские туда приезжают, да, заходишь, там 2 унитаза, да,
И ты не понимаешь, что это такое, что это второй унитаз, что это такое, да? Или ты смотришь на эти жалюзи, которые вертикальные, что это такое, как это открывается, эти большое количество колбасы, одинаковые фрукты, все золотистое, все красиво. Конечно, это все очень нравилось. Конечно, нам захотелось вот это общество потребления. На самом деле, вот то окно возможностей, которое у нас было в 90-е годы, мы купились, и американцы нас купили, и меня в том числе, наверное, как и других. Почему мне дали почетного гражданина? Мне это дали за ассоциацию подростков. Я там подписал, я практически все свои программы им просто так подарил, и канадцам, и американцам. Мне потом переводчик сказал: а ты что, почему? А я говорю: а что я должен был сделать? Она говорит: есть такое понятие — интеллектуальное право. Это программа по работе с подростками, да? Да, не Ваша? только с подростками. Там. Я же очень много программ придумал. Там отцы-одиночки, помолечка, да, маленькие мама, центр прикосновения, А5, 12 программ. И я их просто подарил в Канаде и в Америке. И почетным профессором мне за это канадского дали- университета тоже да, поэтому, и мне да? да. И мне за это дали вот эти почетные звания. Я туда ездил, читал лекции. А мне вот переводчик сказал, надо было продать, а не отдать. И это вот как раз то, что они и делают до сих пор. Ну это же хорошо, программа же хорошая. Нет, программа-то хорошая, но они и другие вещи же они берут на халяву. А мы им просто так все это отдаем туда. А у нас-то они здесь просто так ничего не делают, в отличие от нас, то, что мы делаем там для них. Поэтому у нас совершенно разные идеологии. И мы купились вот на все это общество потребления, и сейчас пожинаем плоды по поводу и наших детей. Вот я тоже тут часто... Вот смотрите, Ирина, я когда вам говорю слово, например, блокада Ленинграда, у вас же есть какие-то ассоциации страшные, правильно? Ну, конечно, дневник Тани Савичевой сразу. Вот. А давайте сейчас сядем с нашими детьми, которым по 14 лет, и скажем им блокада Ленинграда. Вы проводили такой эксперимент? Ну, у меня дочке 12 лет, она знает про блокаду. Вот она молодец. А вот я провожу, никакой реакции, нету ассоциации. Для них блокада Ленинграда — это... А что такое концлагерь, что такое Освенцим? Они тоже не знают. Ну, может быть, и не надо этих А ужасов почему, знать. как не надо? Ну, детям. А надо, чтобы это не повторилось. Они должны эти вещи-то знать. Почему у нас сейчас очень многие молодежь возмущается: вот мы на Украину напали, и они совершенно на это не смотрят. И они совершенно не верят в то, что там нацизм. Для них 2 мая 2014 года тоже не показать. Это нормально. Они это как-то спокойно воспринимают. Они почему-то считают, это другая страна, нам не надо было туда лезть. А то, что там людей убивает, и то, что они собираются это продолжать дальше, и то, что они вообще собираются, что чуть ли не половина России — это Украина, и всякую чушь там несут. Эти вещи-то надо знать. А зачем тогда было ждать 8 лет? Ну, здесь вопрос... Я-то могу вам тут сейчас выдавать своих идей. Этот вопрос все-таки надо адресовать Владимиру Владимировичу Путину и руководителям в Москве, потому что, ну, наверное, еще были не готовы. А кроме этого, наш же народ в первую очередь всегда был миролюбивый. Мы же всегда пытаемся в первую очередь решить что-то мирно, поговорить, давай что-то порешаем, давай посидим, поговорим. Всякие вот эти Мински-2. На самом деле очень многие же предлагали. Взяли Крым, надо было идти дальше, надо было и Донбасс забирать, и все это забирать. В 2014 году и не надо было ждать вот этих 8 лет. Но хотели как-то остаться. Все-таки народ украинский, русский, белорусский, это все-таки практически один народ. Ладно, давайте тогда о том, в чем вы разбираетесь, в работе с молодежью. У вас сейчас в ассамблее молодежная есть ассамблея, и вот вы работаете, в общем, с молодежью, с детьми, с подростками уже много-много-много лет. Вот чем отличается сейчас молодежь 22 года от молодежи, скажем, 92-го? Ой, отличия очень большие, потому что на самом деле даже само общение сейчас совершенно другое у молодежи. Она более раскованная. Кроме этого, она более терпеливая в беседах. Вот даже когда ты разговариваешь с ними,
И, Они тебя слушают и не перебивают. да, но при этом не факт, что они тебя слышат. Да? Но при этом, вы знаете, у них более уважительное отношение друг к другу. Вот это я заметил. Все-таки очень здорово это все-таки повлияло, вот это общение. И, Индивидуализм, мне кажется, больше, очень да? больше, конечно, больше. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но при этом я не говорю о том, что молодежь у нас какая-то плохая. Молодежь у нас как хорошая молодежь, нормальная молодежь. И если у них есть и какие-то недостатки, ну, в первую очередь этому виноваты мы сами. Мы, а не они. Это мы им создаем условия. Мы им позволяем делать или не позволяем что-то делать. Ну что ж, у нас время уже подходит к концу. Можете какой-то вот, совет, какое-то пожелание Да? дать? Я вот тут вот одну вещь хотел сказать, вот и по поводу молодежи. Я в последнее время, знаете, всем дарю книги. Куда меня приглашают, я дарю книги. Недаром же говорят, лучший подарок – книга. И вы знаете, вот в этом году, кроме того, что столетие республики, еще одному нашему писателю, я считаю, что очень талантливому писателю, тоже исполнилось 100 лет. Это Сафрон Данилов. И у русской общины был такой грант – русско-якутский детский альманах. Я вам тоже дарю вот такую книжечку. Читайте на родном языке. Вот такую книжку. И еще нашим зрителям я хочу пожелать: читайте книги и помните, что, например, 31 мая исполнится 130 лет Константину Паустовскому, который 3 раза был номинирован на Нобелевскую премию. А Роберту Рождественскому и Евгению Евтушенко исполнилось бы 90 лет. 20 июня и 18 июля. И кроме этого, у самой великой русской поэтессы Марии Цветаевой будет тоже юбилей. 90 лет. Поэтому читайте этих замечательных авторов. Тем более для этого даже есть повод. Их юбилеи. Спасибо вам большое. На этом выпуск программы подошел к концу. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.